Зачем крестят в младенческом возрасте? Из чего состоит мира? Об этом и не только вы узнаете в программе «Дорога к храму». Крещение – самое первое таинство, с которым человек встречается, принимая православную веру. Оно служит первоначальной ступенью вхождения в церковь. Таинство крещения есть первое таинство православной церкви, с которого начинается духовная жизнь человека, таинственный момент его общения с Господом Богом. Это таинство является дверью, через которую, входя, человек обретает возможность полноценного общения, участия в жизни церковной. Крестившийся человек уже начинает новую жизнь во Христе Иисусе Господе нашим. Это новая жизнь, преисполненная особого действия, участия в жизни благодати Божией. И, конечно же, каждый человек, который крещен, он чувствует особое присутствие Господа в своей жизни, если откликается на зов Божий, который обращен к каждому человеку. И вот крестившийся человек – это человек, который имеет возможности, которые позволяют ему в этой жизни достичь спасения своей души. Крещение – это начало начал, без которого невозможно спастись. Так принято в нашей стране, что крещение проходят люди совсем еще в раннем возрасте. Крестят обычно младенцев, недавно появившихся на свет. Такой обычай произошел из-за распространенной детской смертности на Древней Руси. Родители, боясь, что ребенок перейдет в мир иной некрещенным, в православную веру, а значит лишенным благодати и возможности попасть в Царство Небесное, крестили его как можно раньше. По христианской традиции, в 8-й день после рождения ребенка ему нарекается имя. Читается особая молитва, в которой священник благодарит Бога за рожденное дитя, и в котором в этой молитве священник нарекает имя, избранное его родителями. Крестить же детей по христианской традиции положено на 40-й день после рождения, если нет каких-то особых случаев. Если ребенок слаб или болен и есть угроза для его жизни, то можно крестить и сразу, и в первый день его рождения. На 40-й же день мы крестим, потому что это наследие ветхозаветной традиции, так называемого ритуального очищения матери после рождения. В связи с различными физиологическими процессами к 40-му дню женщина уже готова и снова бывает в силах быть на крещении. По некоторым древним книгам после рождения мальчика должно пройти 40 дней, после рождения девочки целых 80. Но мы должны помнить, что это больше ритуальная сторона. И в современной практике после 40-го дня крестят, конечно, всех малышей, и мальчиков, и девочек. Также в этот день матери читается особая разрешительная молитва, после которой она также может приступать ко всем церковным таинствам и к самому главному таинству причащения святых христовых тайн. Но чин таинства рассчитан на взрослого человека. В него входят осознанное отречение оглашенного, человека, намеревающегося принять православную веру, от сатаны и готовность соединиться со Христом душой и духом. Поскольку этот момент нельзя опустить, пришлось ввести в чин нового человека, который смог бы произнести за неумеющего говорить младенца некоторые слова, положенные по чину. Эти люди стали называться крестными родителями или просто крестными. Отрекался ли Иисей сатаны? Говорите, отрекался. Отрекался ли Иисей сатаны? Теперь знак того, что вы действительно отреклись от сатаны. И дуни, и плюни на него, через под ноги символически сделайте.
Большой вопрос чаще всего сейчас возникает, кого же пригласить к крестным родителям, кто они такие должны быть, да? Чаще всего такая традиция взялась, что вот люди считают, что близких друзей, близких родственников, хороших знакомых, как будто хотят отдать им какую-то дань уважения, приглашают быть крестными родителями для своих детей. Но главный критерий для крестных родителей – это, конечно же, насколько они смогут справиться с главной задачей, которая возлагается на крестного родителя, то есть воспитать ребенка в православной вере. Поэтому, когда родители выбирают для своего ребенка крестных, то прежде всего они должны выбрать по следующим качествам. Если человек ходит регулярно в церковь, если он знает устав церковный, то есть как в церкви полагается молиться, как полагается поститься, как исповедаться, причащаться, то это хороший крестный, такого надо брать. Если выбираются крестные родители и крестная мама, крестный папа, то есть такое ограничение, то что между собой они не должны быть мужем и женой. То есть это должны быть вот посторонние друг другу люди. А в остальном ограничений нету. Ну уж понятно, само собой, как минимум крестные родители сами должны быть крещенные, потому что, к сожалению, иной раз приходит, что люди говорят, что хотим быть крестными, но сами мы и не крещенные. Да? Конечно, такого быть невозможно. Чтобы чему-то научить, самим надо много знать. Поэтому, как минимум, человек должен принять таинство крещения, знать о таинствах церковных и потом уже воспитывать своего восприемника. В этом таинстве человек получает благодать, отвращающую его от греховной жизни. Таинство крещения имеет великую силу, и на удивление человек, крестившийся во взрослом возрасте, имеет возможность лишиться всех своих грехов в одночасье, при условии, что он имеет истинную веру, истинное покаяние, с которым и приходит в храм Божий к святой купели крещения, дабы получить особенное рождение от воды и духа. Не зря Церковь называет таинство крещения духовным рождением, которое, как и физическое, невозможно повторить дважды. Поэтому только единожды в своей жизни можем сподобиться этой благодати Божией в этом святом и спасительном таинстве. Даже если вдруг человек по каким-то причинам, разочаровавшись, может быть, в жизненном пути и оставив церковь и христианство, впоследствии вдруг решит вернуться в объятия Отча, в объятия Господа Бога, Церкви православной, то над ним не будет совершаться заново таинство крещения, ибо оно не может повторяться ни при каких условиях, а лишь через покаяние Церковь примет своего некогда заблудшего, но вставшего на путь исправления сына. Как при естественном рождении человек сразу нуждается в воздухе, свете для поддержания и укрепления своего бытия, так и при рождении духовную жизнь христианину потребны и необходимы особые благодатные силы Святого Духа, посредством которых он мог бы укрепляться и возрастать в духовной жизни. Как само проходит таинство крещения? Присутствует сам крещаемый, если это младенец, то присутствуют крестные родители. Таинство крещения состоит по требнику из нескольких частей: оглашение и непосредственно само крещение. Чисто со стороны, как это выглядит, батюшка читает молитвы, потом, в общем-то, задает вопросы крестным родителям, верят ли они в Иисуса Христа, отрекаются ли они от сатаны. Крестный родитель или сам крещаемый читает символ веры, потом переходим уже сразу непосредственно к таинству крещения. Самый ключевой момент таинства крещения – это трикратное погружение человека в воду со словами «Крещается раб Божий». Такое-то называется имя во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святаго от Духа, аминь. Ну и потом, во время чина крещения, совершается чин миропомазания, это только в церквях может быть, да, и в конце постригаются волосики. Миропомазание есть таинство, в котором верующему при помазании освященным миром частей тела во имя Святого Духа подаются дары Святого Духа, возвращающие и укрепляющие в жизни духовной. Миропомазание тоже совершается
образ жизни во время таинства крещения, мира, специальное масло, которое освящается раз в год самим святейшим патриархом, потом всем епархиям оно рассылается, и в каждой церкви оно находится, хранится на престоле, и мир помазывается в особых местах. На лбу, на ноздрях, на ланитах, на ушах, на персях, на руках, на ногах. Потом это масло еще во время таинства оно смывается тоже. Миро – это благоуханное масло, очень дорогостоящее, которое варится по специальному рецепту раз в год специально поставленными людьми. Затем его освящает патриарх всея Руси раз в год в определенный день по установленному чину. Варят его в больших количествах, чтобы можно было раздать всем приходам. Миро является символом благодати, поэтому оно имеет тонкий, приятный аромат. Священник имеет право помазать им человека всего раз в его жизни на таинстве крещения. Крещение – это таинство, которое Господь установил Сам, благословив учеников Своих, святых апостолов, чтобы те шли и научили все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа. И поныне каждый священнослужитель, совершая это таинство, также совершает его с призыванием имени Святой Троицы, Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святаго. Это таинство является не просто каким-то красивым обрядом и данью традиции. Это таинство, которое мы должны особенно почитать и стремиться к тому, чтобы, вразумляя и наставляя своих близких, приводить и их к этому спасительному таинству. Ведь без таинства крещения человеку сложно в этой жизни достичь спасения души. Ведь и крещение, как и другие таинства, это ключи к Царствию Небесному. К сожалению, иной раз люди приходят и спрашивают, где-то опять наслушаются, то ли на каком-то в телеканале какой-то передаче, услышат, что, оказывается, можно креститься второй раз. Нет такого, нет, человек крестится единожды. В общем-то, тут другого мнения быть не может. Единственное, вопрос возникает серьезный тогда, когда человек в советское время бабушки тайно водили в церковь, а он вырос, ему никто не сказал. Все, конечно же, боялись, ни родители, ни бабушки, ни дедушки ничего не сказали. И вопрос возникает. В общем, кто-то где-то говорил, что вроде куда-то водили, но точно не знает, что в этом случае делать. Необходимо также прийти в церковь, священнику объяснить, что точно мы не знаем. Вроде бы водили, вроде бы нет. Как нам быть? Да? Мы не знаем, крещенные мы или не крещенные. И священник все объяснит, что необходимо прийти опять на таинство. И там специальная формула священником произносится. В общем-то, и после этого вы уже точно будете знать, что вы крещенные и полноценно можете, в общем-то, принимать во всех таинствах церковных участие. Таинство крещения позволяет нам действительно по-другому взглянуть на себя и начать новую жизнь во Христе. Будем стремиться к тому, чтобы ту благодать Божию, которую мы получили в этом спасительном таинстве, не растратили, не растеряли, а сберегли и, окрепнув в вере духовно, водимые благодатью Духа Святаго, были достойны этого великого, высокого христианского звания и достигли спасения во Христе Иисусе Господе нашим. Аминь. По благословению митрополита Уфимского и Стрельтамакского Никона в здании воскресной школы при храме великомученика Георгия Победоносца в городе Уфа проходит необычная выставка картин.
Авторы творений – непрофессиональные художники, отбывающие наказания в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний Республики Башкортостан. Место для столь необычного и важного мероприятия выбрано не случайно. Ведь все картины посвящены религиозной тематике. На сегодняшний день мы с вами стали свидетелями, очевидцами художественной выставки работ осужденных. Данная выставка проходит ежегодно и представляет собой исключительно работы, выполненные людьми, находящимися за решеткой. Произведения выполнены в различных техниках. Это масло, акварель, графика. Можно увидеть красивые храмы, природные пейзажи, портреты и даже философское видение религии. Все представленные картины имеют православную тематику, отображают взгляд людей за решеткой на красоту и великолепие религиозного мира. И сегодня мы видим, насколько действительно удивительные работы, выполненные людьми, которые лишены свободы, но не лишены свободы творчества. По утверждению святых отцов, преподобного Максима Исповедника, преподобного Иоанна Дамаскина, целого ряда других отцов православной церкви, творчество – это есть богоподобие, подобие Господу Богу, и проявляется в том, что человек может свободно проявлять свои творческие способности, в том числе и в живописи, и иконописи. То есть это то свидетельство, которое позволяет нам говорить, что как бы человек, может быть, не был бы грешен и не был бы лишен свободы, внутри себя он слагает определенную часть, долю вот этого подобия Творцу и, подобно ему, проявляет это в своем творении, в творчестве, в этих работах художественных. Эти картины действительно отражают внутренний мир авторов, которые их написали. И, конечно же, мы не можем не удивляться и не восхищаться даже тому высокому уровню этих работ, которые мы лицезреем сегодня на этой выставке. Эта выставка действительно отражает и боль где-то отдельных взятых художников. Эти работы отражают это. И восхищение красотой нашего мира, сотворенного Господом, это и красота Божьих храмов, природы, это и надежда, которая питает сердце осужденных, их ждут близкие и родные. На выставке представлены 3 работы. Архимандрит Дамаскин, «Покаяние», Александр Невский, выполненные одним талантливым автором. Эти картины написал художник-самоучка Тимур Исмагилов, осужденный Уфимской колонии номер 3. Картины удивительно красивые и отражают душу человека, который согрешил, оступился, но все-таки не потерял до конца образ Божий в человеке. Тяга к прекрасному есть в каждой душе. И души, которые могут так видеть мир, не потеряны. Через творчество они меняются, делают шаги к переосмыслению своей жизни. Наша епархия принимает деятельное участие в укормлении осужденных. За каждым исправительным учреждением есть закрепленный священнослужитель. И многолетнее сотрудничество выражается в разного рода проектах, мероприятиях, в том числе и наша выставка сегодняшняя, есть отражение этого диалога конструктивного, который есть между управлением ФСИН и Уфимской епархией Башкортостанской митрополии Русской Православной Церкви. Для осужденных это не просто картины, а способ творческого самовыражения и надежда на светлое будущее. Выставка очень нравится посетителям, которые через эти картины начинают относиться к осужденным как к оступившимся, не лишенным возможности исправления людям. Через картины появляется больше сострадания, душевности и понимания, что всегда есть надежда начать новую жизнь.
здесь представлены не все работы, только лучшие отобранные. На самом деле работ гораздо больше. Это говорит о том, что там, за решеткой, человек имеет возможность заниматься любимым делом, имеет возможность проявлять свою любовь к окружающему прекрасному миру вот в этих картинах. И, конечно же, мы не можем не отметить высокий уровень, особенно некоторых работ, которые будут отобраны на всероссийский конкурс живописи среди осужденных. И по итогам этого конкурса присуждаются призовые места, и даже есть подарки, призовой фонд есть, который отмечает вот лучшие работы. Причем уровень действительно очень серьезный, и очень серьезные жюри. И мы надеемся, что в этом году наш регион может занять призовые места. Выставка проводится в рамках Всероссийского смотра религиозной деятельности осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы не числом, а смирением, организованного Федеральной службой исполнения наказаний России. И хотя победят не все, но участие, признание и поддержка важны для каждого художника за решеткой. «8 ноября православные христиане празднуют День памяти великомученика Дмитрия Солунского, одного из наиболее почитаемых православных святых, который имеет от Бога благодать покровительства христолюбивым воинам. Дмитриевская родительская суббота совершается в ближайший субботний день к 8 ноября по новому стилю. 8 ноября – день памяти великомученика Дмитрия Солунского. И связана эта родительская суббота с событиями, которые происходили при великом князе Дмитрии Донском. В связи с победой его, со сражением, хоть она и принесла победу на Куликовом поле, но много воинов осталось там убиенными, в страданиях и ранах закончили свою жизнь. Первоначально это празднование совершалось лишь в Троице-Сергиевой лавре, куда великий князь Дмитрий Донской возвращается после победы к преподобному Сергию, который прежде благословил его на ратный подвиг и отправил с ним 2 иноков своего монастыря, Александра Пересвета и Андрея Ослябия, которые также легли вот на поле брани усопшими. Их тела были с честью погребены, и вот это поминовение усопших касалось только вот тех самых воинов, которые пали в ту битву. Но позже это поминовение становится ежегодным, а потом со временем распространяется на всю русскую православную церковь. И до сих пор мы ежегодно помним о том подвиге, который был совершен войсками великого князя Дмитрия Донского. И ежегодно вспоминаем всех воинов от века усопших, от века павших на поле брани. Но, конечно, каждый христианин сегодня молится и о усопших воинах, и не может не вспомнить и своих близких, родителей, отцов, прадедов, всех тех, кто когда-то молился Христу, Богу, о себе и о своих детях и о своей родине. В православной традиции сохранился обычай в этот день просить об исцелении и помощи тяжело больным. В этот день верующие молятся о помощи военнослужащим. Матери и жены обращаются к святому, чтобы тот защитил их близких от смерти и уберег во время боевых действий. Просят мученика Дмитрия о терпении, мужестве и исполнении долга и укреплению истинной веры.